Здравствуйте. В минувшие выходные дни в столице республики завершился 5-й тур чемпионата Якутска по мини-футболу. Таким образом, это соревнования преодолели свой зенит и самое время подвести промежуточные итоги. Этим мы с вами сегодня и займемся сразу после рассказа о наиболее значимых событиях дня. Здравствуйте. По информации Роспотребнадзора, этой зимой инфекционные эпидемии жителям Якутска не грозят. По крайней мере, все показатели не превышают показатели прошлого года за тот же период. На прошлой неделе было выявлено 50 острых кишечных заболеваний. А вот санитарное состояние города, в общем-то, намного хуже, чем в прошлом году. По крайней мере, могу судить по собственному двору. Точнее сказать, не двору даже, а площадке для мусорных контейнеров. Об этом в мэрии знают. Я имею в виду не ваш двор, а саму проблему. Сегодня на планерке в администрации города руководитель территориального представительства Роспотребнадзора Татьяна Шапяк как раз отметила эту проблему. И добавила, что во время рейдов представители управляющих компаний чинят различные препятствия санитарной службе. Мэр Михальчук в этой связи отметил, что по закону администрация не может вмешиваться в работу управляющих компаний. И посоветовал Роспотребнадзору карать штрафами управляющие компании. А вообще же надо признать, что вот даже в советские времена, когда все коммунальщики, скажем так, под одной крышей что ли жили, особой чистоты я что-то не припоминаю, по крайней мере. Но зато борьба с ними велась постоянно. Это точно. И о борьбе, на этот раз о дзюдо. Вчера во Владивостоке завершилось первенство Дальневосточного федерального округа среди юношей и девушек в возрасте до 15 лет. Как сообщает информационное агентство Data.ru, в соревнованиях приняли участие спортсмены практически со всех регионов. Команда «Кайрат» из Якутска заняла первое место и примет участие в финале первенства России в городе Чебоксары в марте этого года. Нельзя не заметить, что ведь наши дзюдоисты дают стабильные, достаточно высокие результаты, несмотря на то, что, по сути дела, они не получают какой-нибудь серьезной такой подпитки из бюджета нашего. И применимо к результатам, у меня еще одно подтверждение этому есть. Юная дзюдоистка Валентина Тетерина завоевала медаль высшей пробы на престижном международном турнире «Олимпийские надежды». И о происшествиях. По информации Якутского управления МЧС, в Якутске за прошедшую неделю чрезвычайных происшествий зарегистрировано не было. А вот пожарные бригады совершили 43 выезда, причем в 21 случае выезды оказались ложными. Итак, в эти выходные дни в Якутске прошел 5-й тур чемпионата столицы нашей республики по мини-футболу. Самое время подвести промежуточный итог. И первое, на что хочется обратить ваше внимание, это массовость этого турнира. В нем принимает участие 40 команд. Честно сказать, я не припомню такого в последние годы. В связи с тем, что такое большое количество команд, все они разбиты на 3 своеобразных таких лиги: высшую, первую и вторую. В высшей лиге играют такие команды, как «Динамо», «Ирбис», «Коммунальщик», «Цементник», «Полярник» и команда школы высшего спортивного мастерства. В общем-то, большинство из этих команд вам хорошо известны. Возможно, только что возникает вопрос относительно отсутствия в этом перечне команды «Зари». Но об этом я скажу чуть позднее, в самом конце этого своего обзора. Что касается 2 других лиг, то в большинстве своем команды, в общем-то, для вас мало знакомые, названия их мало что скажут, поэтому я их не привожу, да к тому же их очень много. Но, однако, это совершенно не значит, что мы не будем обращать в дальнейшем в наших передачах, в рассказах о чемпионате столицы республики по мини-футболу на игры в 2 этих лигах. Больше того, сегодняшний комментарий, обзор как раз и будет посвящен играм в первой лиге, в 5-м туре. Но вначале о турнирном положении команд, которое сложилось вот теперь к понедельнику в высшей и в первой лиге. Первыми вышли на площадку команды «Норд» и «Квант» в темной форме футболисты «Норда». Они же и открыли счет в этом матче.
Квант лидер этой группы. До воскресенья он выиграл все свои встречи, а вот вчера в пятом туре дал осечку, уступил Норду со счетом 3-4. Между тем Норд – это аутсайдер со второго тура. Эта команда прописалась на 7-й строчке турнирной таблицы. Однако победа над лидером группы в положение Норда все-таки не укрепила. Он так и остался на 7-м месте. Как, впрочем, и не изменилось и положение лидера команды Квант. Во втором матче дня встретились Барс и Карат, футболисты Карата в красных манишках. Их вратарю первым в этом матче пришлось вынимать мяч из сетки своих ворот. Обе команды во второй нижней части турнирной таблицы своей группы. С той лишь только разницей, что Барс перемещается. Это ответный гол в ворота Барса. И через пару минут футболисты Карата увеличивают разрыв. Первый тайм так и закончился в их пользу со счетом 2-1. Так вот, продолжу представление команд. Барс в этом сезоне перемещается между 4-м и 6-ми местами, в то время как Карат стабильно вращается вокруг 8-й позиции. Но, несмотря на то, что обе команды явно не лидеры группы, их встреча получилась зрелищной. И прежде всего потому, что игроки обеих команд явно поймали кураж, что называется, играли на результат. Честно скажу, команды эти не знаю, и потому могу только предположить, что игрокам, возможно, не хватает сыгранности в этом сезоне, иначе турнирное положение этих команд было бы явно выше, чем сейчас. Напомню, после пятого тура Барс занимает 6-ю, а Карат по-прежнему 8-ю строчку. К явному разочарованию спортсменов обеих команд этот матч завершился в ничью 4-4. Что касается остальных игр в вот этой первой лиге, то я должен сказать, что они были не столь зрелищны, поэтому я на них специально останавливаться не буду. Что касается игр чемпионата вообще, то в высшей и в первой лиге игры проходят в зале детско-юношеской спортивной школы номер 4. Она расположена во дворе 7-й средней школы. Команды высшей лиги играют по субботам, а первой лиги играют по воскресеньям. Через неделю я планирую рассказать о очередном, уже 6-м, получается, по счету, туре, который прошел в высшей лиге. И теперь несколько слов о Заре. Я упоминал в самом начале, что эта команда не играет в чемпионате столицы нашей республики. Зато она готовит всем любителям футбола очень большой сюрприз и подарок, наверное, даже можно так сказать, свой именной кубок. Его игры пройдут с участием команд Нерингри и Мирного в спорткомплексе 50 лет Победы в конце февраля месяца. Мы об этом обязательно вам расскажем. На сегодня все. До свидания.